В то время, когда на территории оккупированного Крыма идет борьба, политические заключенные всеми методами высказывают свой протест, кто-то объявляет голодовку, выходят с требованиями и все такое прочее. В Крыму люди выходят на пикеты, выходят поддерживать на суды своих соотечественников. И в то время, когда в этой борьбе, в этом сопротивлении против оккупационных сил люди рассчитывают на поддержку как Украины, так и международного сообщества, вот появляются такие новости, которые немного шокируют. Делегация общественников из Норвегии посетит Крым с ознакомительным визитом, в рамках которого запланирована встреча с крымскими так называемыми депутатами. Об этом заявил председатель комитета Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает ТАСС. Он сказал следующее: в Норвегии достаточно жесткая информационная блокада, поэтому у норвежцев вызывает интерес, как и чем живет Крым, что здесь происходит. Люди хотят приехать и посмотреть, как развивается Крым. Возглавит делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Это не первый его визит на временно оккупированную территорию Украины. Как пишет норвежская газета, Хендрик Вебер отзывался о Владимире Путине как о спасителе российского народа. Как это можно оценивать? Как на это нужно реагировать? И как это возможно? Ну, к этому нужно, во-первых, тот случай или тот пример, который вы сейчас представили, это как раз-таки живой пример, наглядный пример для наших телезрителей о том, что на самом деле не все так просто, не все так спокойно в этом мире. И о том, что нам необходимо постоянно ездить, организовывать различные мероприятия, встречаться, информировать о реальной ситуации в Крыму, это как раз-таки говорит, что Российская Федерация не спит. Российская Федерация создает или помогает, и мы в этой студии с вами неоднократно говорили, что Российская Федерация помогает, финансирует либо левые политические силы, либо правые политические силы, в том числе и создает такие вот штучные общественные организации, которые, приезжая на территорию оккупированного Крыма, нарушая законодательство Украины и международного права, российские СМИ преподносят, что чуть ли не официальные делегации. Помните ситуацию с Германией? Причем та же там была делегация из «Альтернатива для Германии». Да, это партия. Это была, вот смотрите, это была, несмотря на то, что они являются депутатами Бундестага, несмотря на то, что в делегации были и депутаты местных советов, они не являются официальной делегацией Германии. И поэтому то, что они поехали, это их собственная инициатива, это они приехали за собственные деньги. Причем это подтвердил при нашей встрече первый заместитель министра иностранных дел Германии, который четко сказал, что та немецкая делегация, несмотря на то, что они являются депутатами, она не была официальная, и мало ли как или мало ли кто может нарушить международное право из граждан Германии, Норвегии, Швеции или любого другого государства. И поэтому здесь мы уже по норвежскому случаю мы видим представителей общественной организации. Опять же, это не официальная Норвегия. Это не, эти люди не могут представлять целое государство, тем более весь норвежский народ. И поэтому вот штучно находят. И причем, кстати, я вам скажу о том, что этим очень активно занимается Гемпель и финансирует вот эти поездки в основном Российская Федерация. И об этом неоднократно говорилось уже, в том числе из достаточно достоверных источников и достаточно высокопоставленные лица. Каких